Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амши Ившара. Сегодня в программе утвержден отчет Национального банка. Депутаты парламента внесли изменения в ряд законодательных актов. Пример для подражания: чиновники приняли активное участие в санитарной очистке города. Продолжилось заседание сессии Народного собрания. Депутаты заслушали и утвердили отчет Национального банка, а также внесли изменения в некоторые ранее принятые законы. Рената Шакая расскажет подробности. Внесение изменений в законодательные акты, регулирующие правовое положение иностранных граждан в республике, обсудили депутаты Народного собрания. Представляя проект закона, Дмитрий Шамба разъяснил, что документ предусматривает внесение изменений в статью 44 закона о порядке въезда и выезда в республику и в статью 34 закона о правовом положении иностранных граждан в Абхазии. В соответствии с этим законодательством, действовавшим до принятия закона о правовом положении иностранных граждан в Абхазии, Государственная миграционная служба страны осуществляла функции по реализации государственной политики в сфере миграции. Законопроект принят на сессии парламента в первом чтении. Необходимо принять более 40 подзаконных актов для того, чтобы реализовать все эти полномочия. В связи с тем, что уже начинается процесс новой паспортизации, данный проект закона предусматривает с тем, чтобы на этот переходный период, пока будут реализованы на практике закон о правовом положении иностранных граждан и о выезде и въезде, функции по выдаче паспортов, вида на жительство и разрешения на проживание до 1 января 2020 года сохранить за Министерством внутренних дел. Затем парламентарии рассмотрели отчет Национального банка. По большинству показателей деятельности кредитных организаций страны в 2015 году наблюдается положительная динамика, отметил председатель банка Беслан Баратели. На 1 января 2016 года сумма кредитов, выданных всеми кредитными организациями страны, составила почти 3,5 миллиарда рублей. По сравнению с 1 января 2015 года увеличилась на 636 миллионов рублей. В 2015 году объем кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по сравнению с 2014 годом увеличился на 23,1% и составил более 2 миллионов рублей. Объем кредитов физическим лицам за 2015 год увеличился на 28,8%. Если говорить об объемах вкладов физических лиц за 2015 год, то он увеличился на 21,3%. На 1 января 2016 года из 9 кредитных организаций 6 получили прибыль на общую сумму почти 82 миллиона рублей. Беслан Баратели отметил, что значительно сократились и убытки кредитных организаций, составив на конец 2015 года почти 73 миллиона. Тогда как по итогам 2014 года сумма убытков составляла 130 миллионов рублей. Доходы банка страны в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличились на 71 миллион рублей. Как отметил председатель Нацбанка Беслан Баратели, впервые за многие годы Банк Абхазии перечислил часть прибыли, а это 7 миллионов рублей в бюджет республики. Отчет основных показателей годового отчета Нацбанка на 2015 год был принят депутатами единогласно. Активно развивалась национальная платежная система АПРА. Количество эмитированных карт было увеличено в 25 раз, и к концу 2015 года число держателей карт составило 22 572 человека. И развивалась активно платежная инфраструктура. На 1 января 2016 года на территории Абхазии действовало 69 банкоматов. В основном они находятся в городе Сухом и в Гагарском районе пока. Очень интересно и быстро развивается система безналичных платежей. То есть держатели карт АПРА и наши гости, туристы, расплачиваются в установленных торговых и розничных объектах, ПОСах, расплачиваются карточками, и за весь 2015 год сумма оплаты составила 98,6, почти 100 миллионов рублей. Банк Абхазии в прошлом году увеличил кредитный портфель банка более 300 миллионов рублей. Были разработаны и внедрены новые программы. Это система кредитования малого и среднего бизнеса, вот так называемая программа 200 миллионов, в рамках которой 136 заемщиков получили кредит. Эта программа работает, кредиты обслуживаются. Уже в
следующем году будут первые результаты, связанные с возвратом. В первом чтении депутаты приняли проект о внесении изменений в закон страны о пенсионном обеспечении лиц, проходящих военную службу в органах внутренних дел, государственной безопасности и государственной службы охраны и их семей. В окончательном чтении было принято постановление о даче согласия Кабинету министров страны на предоставление ООО «Фрегат Гагра» 1,3 гектара земли в городе Гагра для строительства стоянки зимнего хранения маломерных судов. Вы знаете, нет никакой базы, технической базы у этой службы практически нет. И если пансионаты и санатории имеют спасательные службы, то это маленький плюс, но хранить те же лодки в скором будущем им тоже будет негде, так как у нас и спасательные службы укрепляются, и техника новая, другая. Рассмотрение проекта закона о приватизации республиканской и муниципальной собственности перенесено на следующее заседание. В то же время депутаты проголосовали за постановление об утверждении дополнительного перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации. В первом чтении парламентарии приняли проект о внесении изменений в закон о налоге на имущество предприятий, а проект закона о внесении изменений в статью 14 закона страны об особо охраняемых природных территориях был принят в окончательном чтении. Рената Шака, Беслан Чхинджерия, Абхазское телевидение. Чистый город пока для сухумчан – это мечта, которая стала чуть ближе. Коллективы столичных предприятий и учреждений вышли на общий субботник. У каждого своя закрепленная территория, на которой необходимо было навести порядок. О масштабной санитарной уборке расскажет Денис Фаршпа. Вооружившись граблями, метлами и топорами, люди дружно приводят в порядок близлежащие территории. Еще раннее утро, а работа кипит уже полным ходом. Сотрудники администрации президента, кабинета министров во главе с руководителями ведомств наводят чистоту комплекса правительственных зданий. Цель субботника – устранить последствия стихии, которая обрушилась на Сухум несколько дней назад. Президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Артур Микваби, депутаты парламента, министры работали не покладая рук. Очищали территории от мусора, срезались деревья в обломанные ветки. Одним словом, наводили порядок и чистоту. Все службы, которые задействованы, чистят, не успевают. Мы тоже вокруг себя все почистим, все министерства, ведомства, трудовые коллективы занимаются, не только мы. Сегодняшняя инициатива, которая была проявлена, получила поддержку. Правильно получила поддержку. И вас всех приглашают на открытие чемпионата по версии Конифа. Главное, чтобы погода нам дала возможность. А открытие будет интересно. Сотрудники госучреждений взялись за работу весьма рьяно. Фото на память в перчатках или с метлой в руке сегодня было весьма востребовано. Чиновники на личном примере решили показать населению, что порядок в городе зависит от каждого жителя. Кроме того, гости большого спортивного праздника, прибывающие в столицу страны, должны увидеть чистый Сухум. Вы знаете, что у нас в преддверии большое событие, это открытие чемпионата мира по футболу, поэтому было принято решение выйти, немножко почистить, немножко прибрать город, много будет гостей. Хотелось бы, чтобы у них остались самые такие приятные впечатления о нашей стране. Мы все должны трудиться вместе бок о бок, поэтому здесь статус никакой роли не играет. Наоборот, я думаю, что чем выше статус, тем больше надо трудиться, показывать своим личным примером, тогда будет такое единение и общее усилие на благо нашей страны. Город преображается на глазах, и задача каждого – внести свой посильный вклад в чистоту улиц и скверов родного города. Денис Фаршпа, Астамур Гошба, Абхазское телевидение. В Чебоксарах глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев встретился с послом Республики Абхазия в Российской Федерации Игорем Ахба. Обсуждались возможности расширения двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. Михаил Игнатьев обратил внимание, что в 2016 году внешнеторговый оборот между Чувашией и Абхазией увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в 5,5 раза. Наиболее перспективными направлениями сотрудничества с Абхазией глава Чувашии назвал туризм, промышленность и сельское хозяйство. Игорь Ахба вручил главе республики официальное приглашение от президента Абхазии Рауля Хаджимба посетить нашу страну.
Депутаты собрания нового Афона дали согласие на назначение главой администрации города Феликса Даутия. Согласно новой редакции закона, принятой в ходе реформы органов местного самоуправления, главы администрации городов и районов назначаются президентом республики по согласованию с собранием соответствующей административно-территориальной единицы. Городские собрания Афона поддержала кандидатуру, предложенную президентом. Феликс Даутия возглавляет город Новый Афон с 2003 года. В подразделениях абхазской армии продолжаются занятия по боевой и морально-психологической подготовке личного состава. В рамках этой программы в первой танковой роте второго мотострелкового батальона были проведены инструкторско-методические занятия. Целью данного занятия ставится дать практику руководителям на учебных занятиях в проведении данного рода мероприятий, показать методику проведения занятий по предметам боевой подготовки и непосредственно выполнить нормативы по физической, огневой, военно-медицинской и других видов боевой подготовки. Долги перед пенсионным фондом и фондом инвалидов войны имеют несколько государственных и частных предприятий. Об этом было заявлено накануне на заседании парламента страны. Представители Черноморэнерго в интервью нашей программе объяснили причины, из-за которых пенсионный фонд недополучил от предприятия более 20 миллионов рублей. Вчера на сессии парламента была озвучена информация о том, что ряд государственных компаний и частных предприятий не погасили задолженность перед пенсионным фондом и внебюджетным фондом инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Некоторые из них были названы. Это Абхазская железная дорога, школа Альфа и Черноморэнерго. Мы обратились за комментариями в обе государственные структуры, однако ответ получили лишь в Черноморэнерго. Совершенно верно. Наша компания имеет определенные долги перед пенсионным фондом, но надо понимать, почему произошла такая ситуация. Мы не раз говорили об этом. Общая задолженность населения перед нами составляет порядка 1 миллиарда 600 миллионов рублей. За то же время, за которое сформировался этот долг, проблема с платежной дисциплиной населения существует до сих пор, причем в очень остром виде. В этом направлении ведутся работы. Мало того, для относительно безболезненного прохождения сезонов пиковой нагрузки, это зимнее время, также курортный сезон, нам не хватает собственных средств, и мы вынуждены брать кредиты в банках, чтобы материально обеспечить компанию для того, чтобы локализовывать аварийные ситуации. Получается замкнутый круг. Госкомпании без кредитов не могут осуществлять полноценную работу, и у них нет средств, чтобы погасить долг. Пенсионный фонд, в свою очередь, из-за этого не может своевременно без сбоев обеспечить пенсии граждан страны. Одни должны другим, вторые третьим. Вот так и собираются миллионные и миллиардные долги. А граждане и не подозревают, что из-за их халатности и несвоевременной оплаты за предоставляемые услуги страдают, как всегда, самые незащищенные слои населения. Нисфа Аршба, Георгий Кутарба, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром возможен дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 14-16, днем 23-25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.